Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. На днях исполнилось 20 лет со дня принятия закона о Республике Саха-Якутия об уполномоченном по правам человека. И сегодня гости нашей студии Сардана Гурьева, уполномоченный по правам человека в Якутии. Сардана Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, позвольте поздравить вас с этой знаменательной датой. За эти годы, несомненно, Институт уполномоченного по правам человека реально помог большому количеству граждан в Якутии в различных ситуациях, как в правовом, так и в житейском плане. Если обратиться к статистике, какими цифрами эту помощь можно обозначить за эти 20 лет? В этом году общественность республики с большим воодушевлением отмечает столетний юбилей ЯССР. И действительно, тема защиты прав и свобод человека и гражданина, она установлена в Конституции, основном законе Республики Саха-Якутия, и с нашим основным документом связана круглая дата принятия закона Республики об уполномоченном по правам человека в Республике Саха-Якутия, когда 20 лет тому назад парламент Республики принял закон. И надо отметить, что наша республика была по счету 22-м регионом, который учредил Институт уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия. Мы внимательно проанализировали статистику, и активность населения высокая. За 20 лет в адрес правозащитного института Якутии поступило более 35 тысяч обращений. Как мы видим, много это или мало? Потому как в силу закона республики правозащитный орган, он не подменяет компетенцию соответствующих органов, а дополняет. Что это означает на практике? Если человек обращался за решением своих каких-то наболевших вопросов, гражданину было необходимо получить какую-то определенную услугу. Не получилось. Пошел какой-то сбой или нарушение законодательства. Обращается к вышестоящему, тоже не удается. И уже как последняя инстанция гражданин обращается к уполномоченному по правам человека в республике. И в этой связи, конечно, мы видим, что за 20 лет деятельности в республике у нас работали 3 уполномоченных по правам человека. Первая уполномоченная Захарова Федора Николаевна, которая создала организационно-правовые основы деятельности института, и был определен штат, была прописана строка в бюджете, выделено соответствующее помещение, набран штат, и с марта 2003 года институт начал активно работать. Вторым уполномоченным по правам человека в нашей республике является Ефимов Алексей Михайлович, ранее работавший в органах прокуратуры, тоже юрист, как Федора Николаевна, который продолжил развитие Института уполномоченных по правам человека. И, конечно же, тоже были защищены права многих. И я на сегодня являюсь 3-м уполномоченным по правам человека, и мы сразу взяли курс на дальнейшая открытость, потому что мы видим, насколько у нас активно развивается гражданское общество. И доступность, открытость, оперативность – это то, что сегодня видит наше население. В настоящее время в связи с прохождением на Украине и в мире, безусловно, помощь в первую очередь нужна мобилизованным, их семьям. К вам наверняка поступают обращения. В какого рода помощи нуждаются и какую помощь вы оказываете? Наряду с традиционными направлениями правозащитной деятельности нашей республики мы сегодня, как и на федеральном уровне, и во всех практически субъектах Российской Федерации осваиваем и внедряем новые формы. А какие-то же новые формы? Новые формы – это является содействие, оказание помощи гражданам, прибывшим из ДНР и ЛНР. И второе направление – это как раз разъяснительная работа по защите прав граждан в рамках правоприменения. Это касается федерального закона
о мобилизационной подготовке мобилизации в Российской Федерации и исполнение указа президента Российской Федерации о частичной мобилизации. Последние годы у нас, в силу того, что мы прошли и новую волну коронавирусной инфекции, COVID-19, мы обращаем самое серьезное внимание на работу горячей линии. Поэтому, начиная практически с первых дней выхода указа президента Российской Федерации, многие моменты волновали отдельных граждан, и к нам стали поступать большое количество звонков на горячую линию на номер телефона 507-363. Номер горячей линии 507-363. И мы на сегодня видим, вот практически до сегодняшнего дня у нас поступило более 500 обращений. Это и устных, это и письменных, это во время приема в городе Якутске по адресу улица Курашова, 24, кабинет 509. Вопросы какие поступают? Процентов 90 это касаются моментов разъяснительного характера, а была ли правильно применена статья 18, которая регулирует вопросы отсрочки от призыва на военную службу, и как раз это касалось и бронированных, это и по состоянию здоровья, это и студентов очного отделения, поэтому из практически 500 обращений нам удалось вмешаться и восстановить права 63 граждан. То есть в пункте временного размещения по поручению главы Республики Саха-Якутия, мы знаем, работают врачи. Это была очень правильная своевременная мера, поскольку население тоже вносило предложение руководству республики. Мы уже дальнейшее посмотрели механизм, как работают врачи, как работает военкомат на месте, мониторили ситуацию. Ну и таким образом, общими усилиями нам удалось по линии правозащитного органа добиться таких результатов. Кроме того, уже последние дни начали поступать вопросы, которые связаны с предоставлением мер социальной поддержки. Это семьям мобилизованным, это и касается сейчас, много граждан ставят вопросы и по добровольцам, и по контрактникам. Поэтому я бы хотела подчеркнуть важность создания координационной комиссии, которая объединяет всю работу по указу главы республики в части постоянного представительства Якутии в городе Москве, и также серьезную лепту парламента республики с точки зрения содействия в решении вопросов, поскольку недавно прошел тоже очень, считаю, важный круглый стол, который был именно посвящен защите семьи военнослужащих. Поэтому мы непосредственно работаем со всеми органами исполнительной власти и вносим соответствующие предложения и в адрес федерального омбудсмена. Это касается вопросов момента предоставления кредитных каникул. К нам приходят жалобы, которые касаются, что уже гражданина частично мобилизовали, а в банке не предоставляют кредитные каникулы, требуя доверенность де юре от гражданина. Но здесь мы тоже в ручном режиме регулируем ситуацию. Эти вопросы тоже были озвучены на круглом столе в парламенте. Такие вопросами люди подходят и в Федерацию профсоюзов. Поэтому у нас, знаете, такая вот слаженная на сегодня работа, мы оцениваем, идет в республике с участием, безусловно, органов местного самоуправления, потому чтобы точечно, предметно, адресно разрешать волнующие вопросы жителей нашей республики. Но если говорить в целом о деятельности вашего института, где больше всего нарушений прав граждан происходит, ну и как ведете работу, чтобы это искоренить? За 20 лет деятельности правозащитного института в нашей республике на первом месте стоят жалобы, обращения, заявления, которые связаны с защитой жилищных прав. Ну, действительно, мы понимаем, что у нас в Якутии деревянное строительство фактически, и огромную лепту вносит все-таки федеральное законодательство с точки зрения защиты обманутых дольщиков. И здесь мы видим, насколько серьезные меры принимаются руководством страны. И многие вопросы сейчас по реестру обманутых дольщиков решаются. Между тем у нас, к сожалению, выявляются и имеют проблемы, которые связаны с защитой прав, жилищных прав в таком более широком понимании. Это со стороны ЖСПК, это и индивидуальных застройщиков, отношения которых регулируются гражданским законодательством Российской Федерации. И уполномоченные по правам человека аппарат, мы вносили предложение в адрес парламента республики тоже разработать некие механизмы, чтобы вот пресекать такие случаи.
ведь все равно граждане получаются обманутыми, и насколько у нас, мы знаем, ведется работа и по повышению финансовой грамотности, все-таки надо проверять, насколько это добросовестные, недобросовестные застройщики, не выкладывать, допустим, оплачивать всю сумму, пока нету строительства. Вот таким образом, допустим, мы вмешались в городе Покровске по линии федеральной программы шло строительство частных домов, и застройщик себя вел недобросовестным образом. Со стороны Минсельхоза, правительства, администрации Хангаласского района нам удалось пресечь эти незаконные правонарушения при непосредственной постановке в инициативном порядке со стороны вот нашего правозащитного института. На втором месте в связи с ковидом, конечно, это вышли вопросы охраны здоровья. То есть надо сказать, что в такие непростые времена у нас население сохраняет свой оптимизм и волнует вопросы и текущего характера, но и долгосрочные, и вообще жизненные вопросы, как я уже сказала, связанные с жильем, работой и здоровьем. Поэтому трудовые вопросы тоже на сегодня являются достаточно актуальными. Я бы хотела обратиться к работодателям, чтобы действительно на сегодня понимали социальную часть составляющей. Если у человека это единственный доход, семья большая, ну и вообще он является единственным кормильцем, более внимательно подходить с точки зрения коллективно-договорного регулирования. Или, допустим, вот прошли избирательные кампании, для того, чтобы все-таки не было определенных фактов дискриминации, и понимали возможность вообще важности интересов вот, человека и его семьи. У нас остается буквально 1,5 минутки. В завершении нашей беседы хочется услышать ваши пожелания коллегам в связи со знаменательной датой, ну и всем нашим телезрителям. Я хотела поблагодарить сегодня Институты гражданского общества, средства массовой информации, общественность, органы исполнительной власти, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, конечно же, руководство республики, парламент, правительство за эффективное взаимодействие. Поблагодарить общественных помощников в улусах районах, аппарат уполномоченного, потому что за все эти 20 лет работали серьезные, ответственные сотрудники, которые душой, совестью и сердцем болеют за соблюдение прав граждан на территории республики. Поэтому я желаю оптимизма, патриотизма, чтобы наша республика развивалась и Российская Федерация процветала, а права человека были надежно защищены. Ну а мне, в свою очередь, хочется сказать вам спасибо, Сардан Михайловна, за то, что вы ведете такую работу, за восстановление прав наших граждан, и пожелать вам в связи с этой знаменательной датой, чтобы вы продолжали работать на благо якутян. Всего хорошего. Спасибо. Но я напомню, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале.